Я предлагаю вот ближайшие несколько минут посвятить главному, попытаться выстроить модель, как вот нам здесь быть, как сделать так, чтобы кровь не лилась, чтобы были соблюдены интересы Северной Осетии, Ингушской республики и Чеченской республики, и чтобы Россия как-то смогла найти ту степень баланса, когда она политически воспринимается как союзник всеми тремя. Если вы согласны с такой постановкой вопроса, прошу. Дело в том, что эти границы сегодня установлены в советское время и до советского времени, устанавливались насильственными методами, силой влияния России. Да, это так. Да, это и поэтому так, сегодня это была происходит другая перекройка. Россия. Сегодня то же самое продолжается, кстати. Вы просто не знаете. Перекраивание границы. Вот если учесть, что в 1934 году между Ингушетией и Чечней, когда они сходились как автономные республики, автономные области, и образовалась автономная республика, тогда линия проходила по другой совершенно отметке. От тех мест, где сегодня располагаются российские войска, 30 километров в сторону России или Ингушетии. Вот где пролегала граница. Мы сегодня говорим в парламенте Чеченской Республики лишь об одном. О восстановлении границ по 1934 году. По 1934, когда сходились... Не кажется ли вам, что, в общем, наверное, действительно Кавказ очень сложный регион, и, может быть, не нам, живущим в такое совсем тяжелое, немножко сумасшедшее время, сейчас решать эти вопросы? Давайте попробуем, может быть, сейчас взять на себя какую-то ответственность и попытаться придумать ту модель, которая наименее кровавая. Ну давайте, я по этому поводу могу сказать, что реальный опыт движения к этому вы предполагаете, что нужно менять границы, нужно, Нет, так сказать, я говорю пригородные... о необходимости реабилитации. Закон в данной ситуации был принят правильно, закон о реабилитации репрессированных народов. Ведь это же не означает, что моментально все передвигают свои границы, все дома освобождаются, ничего подобного. В составе Кавказской конфедерации было достигнуто соглашение о поэтапном решении всех этих вопросов. Людей-то убивают. Я вам скажу, нет, вот скажу. Вот. Например, часть населенных пунктов, где преобладали ингуши, вот на территории пригородного района, решено было в рамках Кавказской конфедерации, это было принято решение, именовать, восстановить их ингушские именования, как они и раньше назывались, до выселения. А потом постепенно решать вопросы, постепенно решать и другие вопросы. Никто не старался выселить оттуда их. И более того, в марте месяце, выступая, в этом году в марте, я, например, призывал по телевидению нашему о необходимости создания принятия первого шага на пути смягчения. Как вы считаете, вот позиция Чечни и ее политика может позволить мирному урегулированию той ситуации, которая сейчас сложилась? Осетины, ингуши, чеченцы. Ну, здесь, наверное, надо сказать о том, что в нашей республике с большим вниманием было воспринято заявление официальных лиц Чеченской республики об их невмешательстве в вооруженное противостояние. Это однозначно положительно воспринято в Северной Осетии. И, конечно же, вот в этом плане надо сказать, что в какой-то степени это действует стабилизирующе на обстановку, которая на сегодняшний день сложилась у нас там. Вот сегодня надо сказать одно. Пригородный район, действительно, здесь осетинские представители, пригородный район это является исконной ингушской территорией. Ну, вы понимаете, об этом